8 сентября пройдет единый день голосования, где смогут принять участие около 56 миллионов россиян. В этот день в регионе будут избираться депутаты в органы местного самоуправления. Голосование пройдет во всех муниципальных образованиях, кроме города Сунжи и сельского поселения Бени. Закинуть избирательный бюллетень в ящик для голосования участники смогут на 128 участках. Освещать детали выборной кампании и просвещать население будут средства массовой информации. Порядок и условия участия в выборах телекомпаний, печатных и сетевых изданий уже более подробно обсуждаются на семинар-совещании в избиркоме республики. Присутствующие отметили важность взаимодействия представителей СМИ и членов комиссии с целью информирования избирателей и других участников выборов о ходе избирательной кампании в каждом муниципальном образовании, а главное – объективного доведения информации и работы СМИ в рамках правового поля. Основной закон для избирательной системы – это закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Именно по этим выборам специальный закон о муниципальных выборах в Республике Ингушетия. Естественно, ваш закон, закон о средствах массовой информации, федеральный закон. Есть закон о политических партиях и ряд других законов, которые тоже регулирует часть вот этих требований. Агитационный период для СМИ начнется с 10 августа и завершится 6 сентября. Один из главных вопросов совещания – грань между информированием и агитацией. Информационные материалы, размещаемые в СМИ, не должны нарушать равенство кандидатов, отмечают на встрече. Также обязаны обеспечить равные условия для проведения предвыборной агитации зарегистрированным избирательным объединением и кандидатам. Есть некая грань между информированием и агитацией, и многие представители средств массовой информации эту грань иногда переходят. Речь идет о том, что подача информации, информирование избирателей должна быть именно тем, чтобы не было предпочтения кому-либо из кандидатов или избирательных объединений. Особое внимание уделили и вопросу фото- и видеосъемки на избирательных участках. Представитель СМИ обязан информировать членов избирательной комиссии и других лиц о проведении аудио, фото- и видеозаписи. Также соблюдать правила ведения съемки в соответствии с федеральным законом во время голосования и при подсчете голосов. То есть не создавать препятствия членам избиркома и избирателям на выборах. Нам всем очень важно каждый шаг, который мы предпринимаем, делать в соответствии с действующим законодательством. И если есть малейшие сомнения в том или ином вопросе, а иногда даже если его нет, лучше перестраховаться, согласовать этот вопрос с избирательной комиссией, либо республиканской, либо территориальной, и чтобы не допустить в дальнейшем оплошности, потому что я не говорю даже о крупных просчетах, даже мелкие ошибки будут подсвечиваться, распространяться, будут прилагаться максимальные усилия для того, чтобы дискредитировать, либо вовсе сорвать эту избирательную кампанию. Присутствующим представителям СМИ вручили памятки о правилах и порядке деятельности в период выборной кампании. О любых нарушениях на избирательных участках, в том числе со стороны представителей средств массовой информации, избиратели могут сообщить по телефонам горячей линии или на страницах избиркома в социальных сетях. Диана Дударова, Рахман Суров, Новости 24.